В эфире новости. Мы продолжаем вас информировать о том, как проходит единый день голосования. Сейчас наши корреспонденты работают в 655-м участке в поселке Цветочное Белогорского района. Наш корреспондент Диана Бекмамбетова на прямой связи с Альбертом Кангиевым. Селям алейкум, Альберт Усманович. Расскажите, почему важно ходить на выборы? Я хочу приветствовать вас, приветствовать всех телезрителей, жителей Крыма с этим достаточно знаменательным днем, 8 сентября, выборы депутатов в Советы, или, говорится, депутатов всех уровней в Крыму. Для крымских татар это, естественно, очень важное событие, потому что не иметь своих представителей в парламентах, начиная от Совета, заканчивая Государственным Советом, для коренного народа это категорически неправильно. Поэтому я думаю, что сегодня в Цветочном будет определенный успех, определенная победа. Я очень надеюсь, что количество депутатов из числа крымских татар будет достаточно значительным в этом Совете. Может быть, явка по всем прогнозам должна превысить явку предыдущих выборов. И я хочу пожелать всем удачи и успеха. Дело в том, что активная жизненная позиция – это залог успеха всего народа. Спасибо, Диана. Мы продолжаем выпуск новостей. Сейчас мы побеседуем с представителем Совета крымско-татарского народа при главе республики с Мехти Исламовым. Селям алейкум, Мехти бей. Расскажите, какая должна быть взаимодействие с депутатами разных уровней, с гражданами? В первую очередь, мы должны понимать, кто такой депутат. Депутат – это представитель народа. То есть это тот человек, который представляет мнение народа. Поэтому в первую очередь депутат не должен забывать, что он из народа. Какого бы уровня депутатом он не был, какая бы загруженность у него ни была. Он должен понимать, что для того, чтобы представлять народ, он должен знать, что хочет народ. Он должен как можно часто коммуницировать с народом. При всей занятости он не должен ждать, что народ придет к нему, расскажет о своих чаяниях и так далее. Он должен создавать ту коммуникацию, которая максимально быстро будет до него, как депутата, доносить все вопросы, и текущие, и глобальные. И при этих встречах он постоянно будет находить для себя вопросы, на которые он, как депутат, должен отвечать. Поэтому я считаю, главная задача – это максимальная коммуникация с народом на всех уровнях. В этом очень большое содействие приносят общественные организации, какие-то представительства и так далее, понимаете, учреждения. Я не знаю, вот все эти коммуникации депутат должен максимально, то есть его главная задача, он коммуникатор в первую очередь. Это человек, который постоянно находится на острие проблем. Для того, чтобы находиться, он должен коммуницировать, соприкасаться, слушать, уметь выслушивать. И тогда он имеет шанс на успех, как депутат. А какие первоочередные, ключевые задачи стоят перед нашим народом? В первую очередь, я бы хотел хотя бы в двух словах сказать о нашем народе. Наш народ – это народ, который некогда построил очень сильное, влиятельное, могущественное, передовое государство в свое время. Это народ, носитель этих ген, этой культуры. Мы народ, который передавали культуру, религию, знания, просветительство на очень большой регион, на огромное количество народов, не только тюркских, народов Кавказа, народов очень большого региона. Мы были представителями, авангардными, такими передовыми представителями в торговле, в образовании. И этому очень много фактов, доказательств. Поэтому к чему я все это говорю? К тому, что без истории нет будущего, да? Нет настоящего и будущего народа. Понимая это, мы не должны возгордиться на пустом месте. То, что достигли наши предки, это их заслуга.
да, в чем предмет гордости наш. Поэтому мы должны двигаться вперед всегда как народ, понимать, что главная наша задача — это не искать виновных в своих проблемах, это не постоянно думать о том, что кто-то должен прийти, кто-то должен нам что-то сделать. Это умение добиваться самим, стать авторитетом среди народов, среди социума. И без вхождения в социум максимально быстрого, всестороннего, полноценного, этих задач нам не решить. Это однозначно. То есть, я думаю, любой здравомыслящий человек не будет с этим спорить. Поэтому на протяжении всего пути, даже если мы возьмем трагические страницы нашего народа, мы увидим, когда мы начинали выходить из состояния стагнации, да, из состояния вот таких... В тот момент, когда мы входили в социум. Когда мы входили в социум, мы создавали внутренние институты. И тогда у нас начинался рост, становление. Поэтому наша главная задача не просто войти в этот социум. Я считаю, наша главная задача стать авангардом в этом социуме. То есть как народ коренной, как народ, который должен быть представителем Крыма в первую очередь, народ объединяющий. Мы должны стать неким цементом, в хорошем смысле этого слова, в социуме Крыма, и быть вот такой опорой для всех крымчан. И я считаю, задача наша, пусть это будет звучать несколько амбициозно, но это наша задача. Мы должны смотреть именно на этот вопрос только с такой точки зрения. И на каких основах теперь нашему народу консолидироваться? Вопросы консолидации, они, в принципе, всем известны. Критерии консолидации — это, в ответе на этот вопрос, а что такое народ? То есть, что нас объединяет, что нас делает народом? Это, в первую очередь, наша религия, язык, культура, история. И главное ядро, где все это собирается, соединяется, это Родина. Поэтому наша главная задача, мы как никто ценим понятие Родины, потому что мы теряли ее, потому что мы пережили эти ужасы, разлуки, потери. Поэтому мы должны ценить, понимать, что наша главная задача — быть на Родине, находиться на своей земле, быть полезным для этой земли. И я еще раз говорю, быть авангардом этой земли. Вот это та основа, на которой народ должен сконсолидироваться, и народ должен четко и ясно понимать, что что ни происходит, я имею в виду негативное, да, это все пройдет. У нас в народе есть очень хорошая пословица. У нас говорят «сукечи кумкала». То есть вода пройдет, песок останется. Вот мы песок этого народа, этой земли. Мы народ, который должны понимать, что все вот эти негативные сбросы, все эти инсинуации, все, что происходит, все попытки, скажем, да, заморозить наш народ, ввести его в такую стагнацию историческую, моральную, то есть нанести максимальный ущерб на самом деле, они пройдут, как селевая вода проходит. Вот мы должны знать это, верить и делать все от себя зависящее. То мы должны понимать, что наш авторитет в наших руках. Мы должны добиться того, чтобы нас уважали как народ, чтобы уважали нашу культуру. То есть, но ее не будут уважать, если она не будет высокой. Как в свое время мы были носителями культуры. В свое время наш язык был язык межнационального общения очень многих народов. Все в наших руках. Мехтебей Сағлыңыз, и последний вопрос. Ходили ли вы голосовать, исполнили свой гражданский долг, и с кем? Возможно, всей семьей? Пока еще нет. Как раз хотел после эфира. Вот. Конечно же, обязательно я исполню свой гражданский долг и с членами семьи в том числе. Сағлыңыз, Мехтебей, спасибо, что пришли. Сағлыңыз. А мы продолжаем свой эфир. А сейчас с нами на прямой связи Руслан Минаев. Он находится в Симферопольском районе. Расскажи, сколько избирательных участков в этом округе?
Да, коллеги, мы находимся в избирательном участке поселка Чистенькое Симферопольского района. Вообще Симферопольский район представлен наибольшим количеством избирательных участков, их здесь 83. О том, как проходит выборный процесс, мы поговорим с общественным деятелем Ремзи Кафадаром. Ремзи, пожалуйста, как проходят выборы, как с организацией? Выборы, как обычно, в Чистеньком проходят очень организованно. Люди, хочу сказать, что знают, куда идут. Все настолько организовано, и опыт большой у постоянных представителей, членов комиссии. И как-то вот все проходит, никаких нарушений на данный момент не обнаружено вообще. В общем, все проходит хорошо. Для чего выборы? Для того, чтобы люди, честно говоря, понимают и прямо ждут, когда это все уже случится, закончится 8 число и изберут наконец-таки своих депутатов. И для чего нужны выборы? Для того, наверное, чтобы доносить те наказы, те основные, наверное, такие моменты, которые очень гложат жителей. И непосредственно и мы на это настроены. И думаю, что все будет хорошо. На этом у нас все. Студия. Спасибо, Руслан. Это все новости на данную минуту. Не пропустите наши следующие выпуски. Оставайтесь с телеканалом Милет. До встречи.